Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие зрители, гости канала, чтобы не потерять мой канал, мои видео, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо заранее за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за вашу подписку, за ваши донаты. Мои дорогие, прошу за вас Всевышнего, чтобы вам поставили в 1000, в миллион раз больше, чем вы помогаете мне, моему каналу. Огромное спасибо, земной вам поклон. Тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Что по судьбе? Что скрыто? Что обязательно станет явным? Настройтесь на гадание, посмотрите на песочек, так и спросите, что мне по судьбе, что сейчас от меня скрыто и что станет явным. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте-ка посмотрим, что нам покажет и расскажет песочек. Так, мои милые, ну кто со мной давно, кто давно смотрит мои отсыпочки, смотрит внимательно, вот новый знак вышел, смотрите, это бриллиант. Бриллиант крайне редкий знак, крайне редкий. Вот, наверное, таки за всю мою ютубную деятельность, вот это, наверное, первый раз. Вы знаете, прям... Последний человек, кому вот реальный человек, которому я гадала, делала отсыпочку и вышел бриллиант, этот человек стал депутатом, понимаете? Это высокий статус, высокий чин, высокое назначение. Это выход, я не знаю, это знак селебрити, это выход на новый уровень, открытие новых возможностей. Прекраснейший знак. Давайте оставим его на вкусненькое, на потом, на десерт. Начнем снизу. Потому что внизу тут у вас человек, который явно запутался. Так, смотрите, вот видите, вот сидит человек, и он в путах, у него ноги завязаны, и он сам себя запутывает, и его еще тут другие люди тоже как-то якорят, к нему там руки тянут, за веревки его дергают. Значит, этот человек, я так понимаю, вы на сегодняшний момент находитесь под очень жутким влиянием сторонних людей. Мало того, вы еще и сами себя, может быть, как-то психологически, может быть, как-то знаете, прям как загоняете, что вот все у меня плохо, ничего хорошего не будет, я ничего не могу, я там всего лишь слабый человек, ничего не случится, ничего не получится. И кто-то вот там тоже по бокам говорит, не, у тебя не получится, ты не сможешь. Кто-то другой, но не ты, ты там не знаешь, ты там не понимаешь. И вы поддаетесь просто на все эти разговоры, на все эти уловки. Я скажу так, вами управляют, причем управляют вами, скорее всего, несколько человек. Если вы в паре, в браке, в отношениях, муж может веревки из вас вывить, есть такое понятие. Может мама ваша, может быть какие-то друзья, подруги, дети могут это делать. Просто здесь не один человек, явно. И все что-то от вас хотят. Вы как на разрыв, все вас дергают с разных сторон. А вы, как бы честно, как будто бы света белого не видите, вот как будто бы у вас над головой вот такое бесконечное грозовое облако. Куда бы вы ни пошли, оно за вами летит. И вы уже не верите в то, что солнце существует, что небо может быть голубого цвета. Вы знаете, очень тяжелое психологическое состояние может быть у вас в душе и в голове. Здесь могут быть очень скверные обиды. Смотрите, очень похоже на ситуацию человека, которого обижают, а человек принимает эти обиды. Причем он прощает того, кто его обидел, при этом страдает от этой обиды. Знаете, вы можете болеть, вы можете быть абсолютно... Знаете, как апатия, апатия, ничего не хочу, ничего не могу, упадок сил, либо наоборот, человек начинает налегать на еду, пытаясь восстановить потерю энергии. Причем, тут килограммы начинают расти, а энергия, к сожалению, не прибавляется. Так часто бывает, особенно полненькие дамы, если меня слышат, знаете, что проблема именно в нехватке энергии. Я тоже отношусь к такому типу людей.
делая личные гадания, общаясь с клиентами, очень сильно трачусь энергетически. И да, грешу тоже, как и вы, начинаю лезть в холодильник для того, чтобы пополниться. Ну, это, так знаете, природой заложено. Понятно, что от еды мы не получаем качественной энергии. Ну, это как топливо, да. Но, с другой стороны, килограммы идут. Так что, девочки, вот кто меня смотрит, если у вас проблемы с лишним весом, то вот как раз-таки причина кроется в нехватке энергии. Нужно конкретно смотреть, где вы энергию должны брать, где вы должны пополняться, чтобы пополняться именно целебной энергией, а не ресурсной, да. Поэтому, мои милые, будьте аккуратны. Так, для других людей, вот наоборот бывает, да, девочки, например, худеют, да, ничего не хочется вообще. Вот вы, мои милые, вы запускаете в себе деструктивные программы, вы изнутри себя начинаете кушать, к сожалению. Так тоже бывает. Вот были у меня девочки, клиентки, обращались, девочка прям на глазах чахнет и говорит, вот не понимаю, что, кто на меня сделал. Оказывается, она не может вот эту вот обиду отпустить, да, и обида изнутри ее разъедает, понимаете, запускает вот этот механизм самоуничтожения, к сожалению. Я вижу, что вы, например, вот в сегодняшнем дне так и находитесь. Кто-то может сказать, да ерунда, я вот живу своей жизнью, я там счастливая, там, не знаю, развелась, живу, там, не тужу, да, у меня работа, у меня жизнь, у меня все бурлит. Девочки, не так. У вас все равно есть обида, которая не пускает вас в новые отношения, в жизнь, полную счастья и улыбок, в новый брак. Понимаете, вот это все есть, и оно в вас сидит. Видите, как все? Вы запутанный человек, полностью запутанный. И смотрите, у вас над головой путы, у вас в ногах путы, у вас по рукам, по ногам путы, и все вас дергают. Смотрите, вы можете развестись, и человек может быть с вами на расстоянии, но все равно человек вас дергает, вот прям дергает, да, и вы болезненно реагируете на этого человека. Особенно если вот дело касается бывших, которые обижали, вы с ними развелись, либо бывший, который тоже обидел, например, ушел. Вот здесь психология и здесь духовные практики. Это то, что вам может помочь, и вы вот благодаря этому, и, конечно же, в первую очередь, это ваше желание. Вы можете излечиться, вы можете полностью исцелить себя и исцелить свою жизнь. Понимаете, вот такой момент я здесь вижу. Так, дальше смотрим. Здесь у вас паук над головой. Видите, вот он паук. Вот раз, два, три лапки, и здесь 3 лапки. Паук, который в направлении смотрит вниз. Если бы этот паук смотрел вверх, я бы сказала, прекрасно, замечательный знак, все замечательно в жизни. Но этот паук смотрит вниз. И этот паук, видите, вот он вас путает, петляет. Паук — это достаточно серьезный человек. Это может быть как и физически человек, который пытается вас под себя подогнуть, да, причем пользуется он всякими психологическими штучками, есть у него возможности и рычаги влияния на вас. И также паук может быть ситуацией, вы как пленник ситуации. То есть у вас, например, кредиты, долги, обязательства, и вы просто не можете из этого выпрыгнуть. И чем больше вы в этом варитесь, тем больше вы туда вот, падаете, да, буквально в долговую яму. Здесь вам поможет человек, причем человек-мастер, человек профессионал, я не знаю, какой-то вот деловой человек, за которым, вернее, стоят люди. То есть человек обладает знаниями, человек обладает умениями. Видите, вот он, видите, стоит такой высокий человек, который вот факелом подпаливает этого паука, да, пытается его отогнать. Смотрите, я не знаю, как вы к этому отнесетесь и насколько это развито, например, в вашей стране. Здесь вам нужен человек-советчик, да, вот советчик, адвайсер, который даст вам совет, как вам можно, например, выйти из вашего плачевного положения. То есть он вам все посчитает, просчитает. Может быть, благодаря там букве закона найдет для вас какие-нибудь там ходы, лазейки, которые позволят вам сбросить бремя, которое вас тяготит. Понимаете? Не пренебрегайте профессионалами в той или иной сфере, потому что я вижу, что вам вот именно по правой стороне идет этот человек. Если мы посмотрим на левую сторону, то здесь какие-то, вот знаете, охальщики, люди, которые, вы делитесь, да, со своими близкими, которые, такие же, как и вы, в принципе, да, они говорят, ох,
беда, да, что же делать, что же делать. И так вам грустно, еще не добавляет тоску, и как бы ничего хорошего не происходит. Но с правой стороны, вот идет человек, который вам поможет. Мало того, он идет не один, с ним идет девушка. Девушка, отличительная черта девушки, у нее такие волосы средней длины, скорее всего, она блондиночка, и у нее попа круглая, понимаете? Бедра, либо попа, вот что-то у нее такое выдающееся. А вот эти два человека, либо благодаря этим двум людям, ваша ситуация очень быстро начнет идти в гору, да, начнет меняться и начнет идти в гору. Так, ну, доходим до самого вкусненького. Во-первых, у вас тут ухажер, я вижу, туда человек с цветами к вам идет. Будет у вас ухаживание, либо ваш мужчина будет проявлять к вам интерес, показывать, насколько вы важны, нужны и за сколько он заинтересован. И новый человек может появиться в вашей жизни, причем даже не так, не новый человек. Это может быть абсолютно новый человек, человек, который когда-то уже был, да, возвращенец может быть. Вот человек с букетом идет, будет к вам заходить. У человека, кстати, на букву Н, имя его, либо фамилия, либо кличка, либо, не знаю, место, где он находится на букву Н. Николай, может быть, я не знаю. Вот этот человек, он будет к вам проявляться и будет вас, скорее всего, добиваться. Как вы отреагируете, я не знаю, но я вижу, что это все-таки в вашей жизни будет. Так, смотрите, здесь у вас семья вышла, видите? Один человек, второй человек, третий и двое деток, да? Здесь вот семья для вас будет самым важным и самым главным. Я вижу, что вы о своей семье, вот о каждом из своей семье что-то узнаете. Что-то, что поможет вам стать с этими людьми ближе. Да? То есть понятно, как бы мать и ребенок, они очень близки. Но как бы там ни было, вы же не все знаете про своего ребенка. И ребенок про вас не все знает. И это вас разъединяет. Я вижу, что вы вот прям, ну, какие-то вот секретики про всех узнаете, и вам будет легче понимать друг друга, легче будет договариваться, и прям у вас вот, ну, как репка, да, вот эта картина репки. То есть бабка за детку, внучка там за жучку и прочее, да, и вот вы друг друга будете очень хорошо поддерживать. Если ваша семья по какой-то причине была разобщена и не было взаимопонимания, взаимоподдержки, то эти времена, они уходят. Здесь я вижу благодаря женщине, то есть вот женщина будет такой вот затейницей, да, и будет объединять всех членов семьи. Ну и возвращаемся мы к первоначальному, да, знаку. Вот он бриллиант. Смотрите, какой он красивый. Это же просто чудо. Бриллиант — это всегда на прорыв, понимаете? Вот это даже не исполнение мечты, это что-то круче, намного больше и намного весомей. То есть, вы понимаете, вам будет дано, ну как будто бы дана новая жизнь, да? Новая возможность. То есть вы с одной ступеньки может сразу перескочить там на вторую, на третью, там, не знаю, на пятую, десятую. То есть очень большой скачок у вас вперед, развитие, прогресс, становление, знаете, вот вплоть до того, что я просто пример привожу, да, немножечко, может, буду утрировать, но тем не менее, чтобы вы меня поняли. Вы, например, человек, который убирает улицы, да, ну как бы ничего дурного в этом нет, но это вот считается самая простейшая из работ, да, то есть дворник, грубо говоря. И вот проходит время, возможности вам открываются, и вы становитесь, да, депутатом, либо там главой вашего города, то есть мэром, губернатором, не знаю, каким-то человеком, там, бизнес какой-нибудь колоссальный отстроите. Понимаете, вот это про чудо вашей жизни, да, про то, что вы, вот эти грани, видите, этого бриллианта, они начнут сиять, светить, и это вы, ваш талант, ваши способности. Я, мои дорогие, не знаю, что с вами конкретно встанет, но то, что вот этот бриллиант выходит всем тем, кто зашел на эту отсыпочку, и что этот бриллиант, он как оберег, и он обещает, что вы, ну, добьетесь того, чего желаете, о чем мечтаете, причем, ну, вот в 10-кратном, может быть, увеличении, да, то есть вам намного больше придет и намного больше вы получите, чем вы думаете, чем вы загадываете. Здесь это именно, это даже не награда, это счастье, девочки, это именно то счастье, который, тот шанс, та возможность, о которой все просят Всевышнего, высшие силы, да, чтобы им дали. Вот вам дается. Когда это все произойдет, а я вам скажу, это следующий год. Почему следующий год? Потому что это у нас все-таки бриллиант вышел в положении будущего. Изменения, конечно, у вас будут раньше, вы их будете ощущать, потому что вот здесь
паук у вас уйдет, появятся новые интересные люди. Но а вот этот бриллиант — это уже вы. Это уже вы, это уже только для вас. Это следующий год, это следующий, да. Мои милые, чудо, с вами произойдет чудо, по-другому тут и не скажешь. Я, конечно же, желаю, чтобы поскорее это все случилось, и поскорее это чудо обрушилось просто на вас, порадовало, избавило вас от всех проблем и трудностей в вашей жизни. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.